Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Продолжаются рейды по объектам торговли. Для удобства пассажиров поезд Нижний Бестях-Нерюнгри теперь ходит по новому расписанию. В Покровске решили украсить территорию возле городской елки и вышли на субботник в минус 45 градусов. 202 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировали в Якутии за минувшие сутки. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Из 202 в Якутске 90 случаев, в Алданском районе 16, в Мирнинском 12, в Нерюнгринском 9, в Мегино-Кангаласском 7. Во многих других районах от 1 до 6 заболевших. За сутки лаборатории региона провели более 2000 исследований на коронавирус. Необходимо обратить внимание на осложнившуюся ситуацию в Алданском и Мегино-Кангаласском районе, в которых зарегистрированы случаи, которые связаны с коллективными заражениями в интернате для проживания школьников в Мегино-Кангаласском Улусе и в социальном учреждении в поселке Илмах Алданского района. Также необходимо обратить внимание, что высокое количество случаев относительно жителей остается в Мирнинском районе, в Нерюнгринском районе. Как вы знаете, с пятницы мы начали работу по вакцинированию медицинских работников. В полном объеме вакцина размаркирована, и на настоящий момент первые медики, соответственно, проходят соответствующую вакцинацию. Через 21 день эти медики пройдут повторное вторую часть вакцинирования, и, соответственно, исходя из тех решений, которые будут приняты на уровне Российской Федерации, мы дальше продолжим вакцинирование медицинских работников, затем социальных работников и далее по тем группам, которые сегодня определяет Министерство здравоохранения России. Почти 900 выездных рейдов по контролю соблюдения противоэпидемических мер провели в Якутии за минувшую неделю. Об этом в ходе брифинга рассказал зампред правительства региона Михаил Никифоров. Более 100 административных дел и протоколов направлено в суд. Только в Якутске проверили более 200 объектов торговли. В тот час административной комиссии со сводной группой оперштаба города Якутска совместно с Минпредом Республики Саха-Якутия проведены 263 выездных проверки, из них 212 объектах торговли, 39 объектах общепита, 8 объектах бытовых услуг, 4 развлекательных центров. Всего составлено 2 акта комиссионного осмотра, проведено 21 профилактическая беседа. Всего рассмотрено судом одно дело, наложен административный штраф на сумму 200 тысяч рублей. Один человек пострадал от взрыва самодельной печи в котельной магазина в селе Тыкюэль. По информации Республиканской противопожарной службы, на момент прибытия огнеборцев в помещении котельной обрушился потолок. Пострадал один человек, истопник 1960 года рождения. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Для проведения аварийно-спасательных работ привлекли 5 человек личного состава. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По прибытии на месте вызова обнаружили, что при строе обрушилась крыша и печка топится. Подали дежурный ствол, потушили пламя в топке для того, чтобы не распространить пожар. С наступлением холодов значительно повысились риски обморожения. Так, только за последние сутки в травмпункт Якутска обратились 9 человек, в том числе один несовершеннолетний. Ситуацию усугубляет и плотный туман, который снижает видимость на дорогах. О том, куда звонить в случае экстренной ситуации, расскажет Сарглан Неустроева. В этом году резкое похолодание стало действительно неожиданным для жителей Якутска. Многие были попросту уверены, зима нынче не та, что раньше. Некоторые остались беззащитны не только перед холодом, но и перед плотным туманом. Служба МЧС не перестает предупреждать, зима не время для безрассудства. Водителям
Кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. Уточните прогноз погоды на ближайшие сутки-двое в зависимости от времени поездки. Перед длительным переездом в холодное время года заранее позаботьтесь о теплоизоляции автомобиля. Перед поездкой проверьте работу двигателя и аккумулятора. Запаситесь топливом, залейте хороший антифриз. Важно не заправляться на непроверенных автозаправочных станциях. Следует заранее запастись теплыми вещами и продуктами. Предугадать, когда тебя настигнет беда, нельзя. В чрезвычайных ситуациях главное не создавать путаницу и не паниковать. Вот уже год на территории республики действует единый номер диспетчерской службы 112. Позвонить туда можно с любой проблемой – от плохого самочувствия до горящего здания. Ежедневно в службу 112 поступает около 1500 обращений граждан. В среднем, в основном, вызовы связаны с привлечением станции скорой медицинской помощи и службы полиции. На единый номер вызова экстренных оперативных служб можно позвонить с мобильного устройства даже при нулевом или отрицательном балансе, вне зависимости от оператора сотовой связи. Единый номер значительно упрощает процесс обращения граждан. По нему можно вызвать любую службу – МЧС, скорую, пожарную, аварийную службу газовой сети и антитеррор. Главная проблема на сегодня – невозможность дозвониться оттуда, где нет покрытия любой сотовой сети. Однако достаточно лишь одного оператора, чтобы сделать заветный звонок. Саргалана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Акушеров включат в программу «Земский доктор» с 2021 года. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Елена Борисова. Она добавила, что также, возможно, будет пересмотр медсестер, которые выезжают в труднодоступную сельскую местность. По данной программе в текущем году в сельские местности трудоустроились 184 специалиста, 128 врачей и 46 фельдшеров. Кроме того, для работы в арктической зоне Якутии направили свыше 50 человек. В рамках программы «Земский доктор» врачам, переехавшим на работу в поселке или села с населением до 50 тысяч человек, выплачивается 2 миллиона, фельдшерам – 1 миллион рублей. Компенсации предоставляются в течение месяца после заключения трудового договора. С 13 декабря пассажирский поезд Нижний Бестях-Нерюнгри отправился не утром в 10 часов, а по новому расписанию в 19 часов 30 минут. Сделано это для удобства пассажиров. Если раньше они спешили в автовокзал Якутска для трансфера в Нижний Бестях в 6 часов утра, то сейчас автобус отходит в 17 часов вечера. Ульяна Шагина подробнее о новом расписании. Сегодня в 12 часов 26 минут в Нижний Бестях из Нерюнгри прибыл пассажирский поезд по новому расписанию. Это продумано для удобства пассажиров. Если раньше они спешили в автовокзал Якутска для трансфера в Нижний Бестях в 6 часов утра, то сейчас автобус отходит в 17 часов вечера. Стоимость проезда – 450 рублей. Поезд тронется с Нижнего Бестяха в 19 часов 30 минут и прибудет в Алдан утром в 7 часов 30 минут, а в Нерюнгри в 14 часов 40 минут. Вот приехали днем на вокзал. Очень удобно. Не в вечернее время. Тепло, уютно, хорошо. Все очень довольны, радостны, как говорится, якутским железным дорогам. Огромное спасибо. С введением нового расписания существенно сократится время в пути для вагонов беспересадочного сообщения до Хабаровска и Благовещенска. Теперь время в пути до Хабаровска составит 2 суток и 10 часов, а до Благовещенска – 2 суток и 46 минут. На улице минус 48 градусов. Отменены самолеты, а пассажирский поезд приходит по расписанию в срок. Поезд прибывал до этого в 5 часов 2 минуты местного времени. Утреннее время. Мы столкнулись с такой проблемой, как туманы. Люди не могли попасть в Якутск, и задержки составляли до 6 часов. Теперь это все исключается, так как время прибытия поезда дневное. С 20 декабря начнет курсировать вагон беспересадочного сообщения до Иркутска. Время в пути составит 3 суток и 3 часа 36 минут. В 50-градусные морозы, когда самолеты прилетают с задержкой, можно комфортно и надежно ездить на поезде.
Также в поселке Нижний Бестях открылся новый IT-центр. В этом году в рамках республиканского конкурса Улус выиграл грант главы республики в размере 1 миллиона рублей для приобретения компьютеров, оборудования и мебели. Новый IT-центр будет работать в 7 направлениях. Здесь смогут обучаться люди любого возраста. Также здесь разместили коворкинг-центр. Это рабочее пространство для желающих трудиться совместно по общим интересам. Хоть мир и очень большой, но интернет и компьютерные технологии его очень сблизили, да? И данное мероприятие – это очень большой шаг для того, чтобы Нижний Бестях, Мегино-Кангеласский район, да, сделал большой шаг в большой мир интернета. В Покровске решили украсить территорию возле городской елки и организовали субботник по изготовлению снежных блоков. Далее из этих блоков организации и учреждения города создадут снежные фигуры. Лучшая получит приз. Подробнее о конкурсе и о том, как прошел субботник при температуре минус 45, расскажет Виолетта Засимова. Идея установки снежных фигур возле самой ламповой елки республики принадлежит депутатам местного городского совета. Их поддержали Совет отцов, Совет предпринимателей и простые жители Покровска. Утром в субботу все желающие вместе со своими орудиями труда собрались на набережной площади и начали устанавливать коробы, заполнять их снегом, чтобы затем из получившегося блока можно было сделать снежные фигуры. Будем организовывать конкурс среди организаций города Покровска. Просто жители будут участвовать кто угодно, кто захочет делать снежные фигуры. Будет онлайн-голосование среди жителей. Участниками субботника было установлено 12 снежных блоков. Работа велась чуть более 2 часов. Сейчас минус 44, стоит густой туман. Несмотря на это, около 30-40 человек пришли принять участие в субботнике. Они не мерзнут, потому что они активно работают, таскают снег. Если кто замерз, может пройти в теплый павильон, попить чаю, поесть горячие шашлыки. Решили внести свою лепту в украшение набережной площади также члены женского клуба «Тепло сердец». Они подготовили самодельные цветные ледяные шары, которые после того, как будут готовы все снежные фигуры, разложат по территории набережной. А пока шары лежат под городской елкой и ждут своего часа. Покровчане тоже могут сделать такие шары и оставить под елкой. Изготовление этих шаров очень простое. Разбавляем краску. Краска это в данном случае у нас получилась гуашь или пищевой краситель. И заполняем просто воздушный шар. Выносим на улицу, буквально через день. При таких морозах шары готовы. На сегодняшний день о своем участии в конкурсе снежных фигур заявили 10 организаций и учреждений города. Итоги конкурса подведут накануне Нового года. Всего будет 3 призовых места. Победители получат призы и дипломы. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.